Дорогие друзья, ежегодно 20 мая отмечается Международный день пчел, и мы рады приветствовать вас в зале «Бурзянская пчела» Национального музея Республики Башкортостан. Здесь представлены все основные этапы развития пчеловодства в Башкортостане и оборудование, которыми пользовались как наши предки, так и современные пчеловоды. Бортничество, как народный промысел, процветало на территории современного Башкортостана с глубокой древности. Об этом повествуют записки арабского путешественника Ахмеда ибн Фадлана, датированные 922 годом нашей эры. Об этом свидетельствуют и находки открытого в 1902 году бирского могильника, возраст которого примерно 1500 лет. Среди прочей утвари в нем найдено полное снаряжение бортника. Бортники пользовались специальными инструментами. Для выдалбливания в борте дупла применяли небольшой топор, болта с длинным топорищем, специальное железное долото, бюрет, с роговым футляром на ремне для лезвия, тесло с вогнутым лезвием, багау, с такой же длинной рукояткой, как и топор, с роговым футляром на лезвие, рашпиль, терпе и особый скобель, ешкы. На топор пчеловода надевался берестяной чехол, болтакын, закрывавший либо весь топор, либо передние его 2/3. Так как борти располагались на дереве на высоте до 22 метров, необходимы были специальные приспособления. Для этого использовали плоский, около 5 сантиметров шириной и метров 5 длиной ремень, кирям, сплетенный из полос сыромятной конской кожи или из лыка, на концах которого сделаны петли. Пчеловод охватывал этим ремнем дерево и себя в пояснице. Завязав кирям и упершись на него спиной, он поднимался все выше и выше. Достигнув нужной высоты, привязывал к дереву специальную подставку для ног – огасояк или лянге. Став на эту подставку, он принимался за работу. Таким образом, он мог выдолбить дупло, будущую борть. Примерно с половины июля башкиры начинали осматривать свои борти и подрезать мед. Для этого они брали с собой посудину для меда – батман и гнилушку – сырак для подкуривания пчел. Взобравшись при помощи кирям на борть и подвязав деревянный агасаяк, пчеловод становился на нее и смотрел, много ли меда. Если меда было достаточно, он вырезал деревянной лопаткой, балколак или ножом соты с медом и клал их в батман, который поднимался с земли при помощи веревки, аркатау. С вырубкой лесов борти у башкир становилось все меньше и меньше. Им пришлось начать устраивать ульи-колоды, умарта. Долгое время ульи-колоды, укрепленные на деревьях, заменяли борти. Первые сведения о переселении башкирами пчел к своему жилищу относятся к 1753 году. Современный пасечник использует несколько отличное от бортовика оборудование. Это медогонка для откачивания меда из сот методом центрифугирования, дымарь, который заменил гнилушку для купирования агрессии и усмирения пчел, специальный костюм пчеловода для защиты от нападения пчел. Современное пасечное пчеловодство кардинально отличается от бортевого и колодного. На пасеке достаточно просто подойти к улью, снять крышку и посмотреть, что происходит в улье. В Башкортостане пчеловодство – традиционная отрасль сельского хозяйства, хорошо развитая благодаря древним традициям, истоки которой уходят в еще бортничество. Мы приглашаем вас посетить Национальный музей Республики Башкортостан, где бережно хранится данное культурное наследие и где вы более детально можете с ними ознакомиться.